В регионе откроется филиал Российского университета медицины. Соглашение об этом подписано между руководством региона и вуза на площадке ПМФ Махмудом Али Калиматовым и ректором вуза Олегом Янушевичем. Планируется создать центр после дипломного образования для медперсонала, уточнил руководитель региона. В числе приоритетных направлений – анестезиология, реаниматология, скорая медпомощь, педиатрия, медреабилитация и другие. Это еще один шаг в развитии регионального здравоохранения и устранении дефицита кадров в ключевых медицинских сферах. Специальности разные. И то предложение, которое в соглашении сейчас подписано, оно определяет, что у нас будет филиал или центр после дипломной подготовки. Для нас это очень важно, потому что у нас меня лично волнует педиатрия, потому что не хватает врачей вот именно в этой специальности, потому что взрослый-то объяснит, что у него болит, а ребенок навряд ли. Эти специалисты должны быть чувствительны, очень чувствительны к тем детям, которые не могут объяснить, что у них болит. Поэтому это в первую очередь, ну и остальные у нас и рентгенологи, и другие специальности, которые институт обещает нам центр расположится в Ингушетии, и, наверное, вот в соответствии с соглашением обязательно учитывать все те пожелания или рекомендации в нашем. Вот. И университет у нас есть, там у нас есть отделение. Я хотел бы, чтобы вы еще помогли оценить, в каком направлении лучше нам работать конкретно. Ну и, естественно, надеюсь на дальнейшее плодотворное с вами работу. У нас всегда был большой целевой набор, и в рамках этого целевого набора мы готовили и стоматологов, и лечебников для республики. И когда специалисты были с визитом, мы обсудили в рамках этого соглашения открытие именно подготовки на постдипломном уровне. Это очень важно, потому что сегодня законодатель определил, что такое образование может быть только очным, и фактически исключил дистанционные и электронные методы, поэтому мы, безусловно, сделаем все для того, чтобы качество переподготовки дополнительного образования в республике было на самом высоком уровне. Спасибо огромное, и мы надеемся на плодотворную работу с республикой и дальше. Подписывают соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в реализации мероприятий патриотического, военно-патриотического воспитания молодежи между Республикой Ингушетия и ветеранами государственным военным образовательным учреждением высшего образования. Стартовый день на Петербургском международном экономическом форуме для Ингушетии выдался весьма продуктивным. Сегодня в рамках форума также достигнут соглашения между регионом и военно-космической академией имени Можайского. Документ подписали на территории вуза Махмуд Али Калиматов и руководитель учебного заведения генерал-лейтенант Анатолий Нестючук. Соглашение предусматривает совместную реализацию мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и просвещение молодежи. Стороны будут совместно организовывать культурно-просветительские и выставочные экспозиционные проекты. Для нас эта встреча очень важное событие. Сегодня мы подписываем соглашение, уже подписали, которое открывает реальные возможности для нашей молодежи. Заключение важного соглашения подкрепили обменом символических подарков. Надо будет обязательно приехать, потому что надо посмотреть. В стенах военного учебного заведения руководители региона провели экскурсию. Хади Добриева, МАГАЗ-24.